Большие люди, готовы с вами делиться своими знаниями и опытом. Прошу, любите, желайте. Добрый вечер. Можно запустить, да? Наша сегодняшняя тема касается кредитования и реструктуризации. Так, слайды я смогу писать. Прошу. Если хотите, я вам перенесу слайд. Есть, можно было бы, если удобно, если это хорошо, было бы хорошо. Спасибо большое. Попыталась эту тему изложить максимально доступным языком и сакцентировать ваше внимание именно на те аспекты, которые, в принципе, важны в жизни для того, чтобы именно, если уж так получилось, что кредит вошел в вашу жизнь, чтобы это было максимально легко, эффективно и полезно. Наверное, будем начинать. Если будут возникать вопросы по ходу, так как аудитория не такая большая, готова отвечать прямо по ходу. То есть предлагаю вести живой диалог. Если же есть желание задать вопрос в конце, точно так же открыто для диалога, как вам будет в данном случае комфортнее. Так, пока попрошу немножечко, пока не спутник, переключать слайды. Итак, давайте начнем. С чего начнем? Начнем, наверное, как всегда, с того, что говорит само за себя, а именно за цифры. То есть с каждым годом количество выдаваемых кредитов растет. Я здесь привожу, естественно, цифры Сбербанка, потому что апеллирую в первую очередь ими. Но, в принципе, мы как основной банк на территории Российской Федерации в целом демонстрируем тот тренд, который в настоящее время отражает действительность. То есть вы видите цифры, то есть здесь штуки, вы видите, в каком там, достаточно уверенно они растут, да. Также средний размер кредита, он такой достаточно высокий, и мы вот по стране находимся в топе, скажем так, по среднему чеку. И что самое интересное, здесь вот, может быть, не так видно, но мы понимаем, что большая часть кредитов уже уходит в диджитал. То есть мы с каждым просто годом, по полугодиям, то есть начинали мы там с мизерной цифры в 2016 году в 4%, а сейчас уже, в принципе, 60% тех, кто берет кредит в Сбербанке, они даже не приходят в Сбербанк. Они просто заходят в Сбербанк онлайн и оформляют кредит именно там. Я не говорю, что этот тренд характерный только для Сбербанка, мы говорим о том, что весь мир, в принципе, идет в диджитал. Соответственно, доля данного вида кредитов, она растет. Вам хотелось, чтобы я встала сюда, чтобы было видно. Спасибо, что поправили меня, я не видела это. Так, идем дальше. Вообще, легко ли получить кредит? Да, на самом деле это легко. Вы посмотрите, сколько вообще, в принципе, источников, которые предлагают вам и дают возможность получить денежные средства для того, чтобы вы использовали их по назначению тех нужд, которые для вас интересны. То есть здесь и банки, и автосалоны, и магазины, и соцсети, и микрофинансовые организации. Вон даже есть бот, который предлагает вам, ответить на несколько вопросов, получить средства, которые вы потом потратите. И что для этого нужно? Да, как правило, сейчас уже вообще минимум, то есть паспорт и фотография. Поэтому кредит, он плотно очень входит в жизнь населения, потому что это дает возможность здесь и сейчас реализовать свою потребность, не осуществляя длительное накопление для того, чтобы реализовать свою потребность, мечту и так далее. На что необходимо обратить внимание? Здесь такие базовые вещи, но я постараюсь акцентировать ваше внимание именно на тех моментах, на которые необходимо посмотреть для того, чтобы, я еще раз повторюсь, это было максимально полезно и безболезненно. Потому что, на самом деле, уловок, о них я тоже буду говорить, кредитные организации самого разного плана, которые встретите, применяют весьма много для того, чтобы где-то больше заработать. Поэтому, вы уже, как люди, которые будут знать, куда посмотреть, не допустите этой ошибки в вашей жизни, возможно, поделитесь этим опытом с кем-то из ваших близких. Итак, полная стоимость кредита. Эта цифра, она указывается по закону в любом кредитном договоре. И когда вам говорят о том, что, вот как на предыдущем слайде, что ставка составляет 9,9, я думаю, уже, в принципе, практически все знают о том, что необходимо много раз уточнить, будет ли это реально 9,9. И для того, чтобы не просто задавать вопрос, вы в своей кредитной документации, которую вы подписываете, неважно, подтверждаете ли вы ее где-то в приложении, да, или вы осуществляете на бумажном носителе подпись как клиент, просто надо посмотреть в правом верхнем углу, как правило, да, договора полная стоимость кредита. И если вам говорят
9,9, а по факту вы видите там 26,3, прописано, причем прописью, вы увидите, там это будет прямо написано, то есть не цифрой, а это будет прямо написано, то есть с тем, что вы ознакомлены, то следует задать вопрос, что еще включено в стоимость кредита. Это ли годовое обслуживание, если это, например, кредитная карта, это ли какие-то комиссии, которые вдруг включены за то, что вы досрочно осуществляете гашение. Это ли страховка или еще какие-то дополнительные бенефиты для банка или там микрофинансовая организация, особенно вот там-то надо документ читать вообще от первой буквы до последней, потому что там много есть нюансов. Но вот эта цифра поможет вам в первую очередь сориентироваться, если там что-то еще, помимо того, что вот, заложены определенные проценты, которые вам донесены. Следующее, график платежей. Мы все всегда с вами гораздо там комфортнее осуществляем платеж, если мы вот буквально недавно получили заработную плату. Поэтому и надо особенно если вы, например, берете ипотеку, это вообще серьезное решение, и как мы все прекрасно знаем, мы платим его весьма продолжительный срок, да, этот кредит. Поэтому здесь вот в обязательном порядке обратите внимание для себя, чтобы именно платеж ваш был именно в тот день, ну или там после того дня, когда вы получаете основной расчет по вашей заработной плате. Это в ряде банков, в частности у нас уже можно даже поменять, можно получить кредит, я образно говорю, 11, а платеж себе потом выставить там на 25, на 26 число. Но это лучше об этом побеспокоиться, просто я еще повторюсь, для вашего комфорта. Условия досрочного гашения. Здесь вообще тема очень интересная и в обязательном порядке необходимо вот в эту тему погрузиться, объясню почему. Дело в том, что, во-первых, по законодательству вы должны банк предупредить там, о досрочном погашении за 30 дней, да? Но договор может подразумевать любые условия. В частности, например, я привожу просто пример Сбербанка, потому что я условия там знаю очень хорошо, да? Там не надо никого уведомлять, более того, вы можете это досрочное гашение провести вообще в приложении. Но есть и другие условия, и более того, есть еще такие вещи, как, например, в договоре может быть прописано, и об этом вы, скорее всего, узнаете, обратите внимание на полную стоимость кредита, вы первый маячок, который вас засветит, что необходимо куда-то посмотреть, да, и вы потом поймете, что может быть именно плата за досрочное гашение. Более того, я вот сталкивалась несколько раз с клиентами, они приходили ко мне на личный прием и не могли, например, получить кредит и просили вот помочь разобраться. Что мы, вот у меня таких вот в моей там практике было 3 клиента. Что происходило? Они брали кредит, я не буду называть кредитное учреждение, да, это некорректно, но смысл был в том, что мелким шрифтом действительно там где-то в тарифах было написано, что берется недорого, 100 рублей за досрочное погашение. Вроде бы ничего, незначительная сумма по большому счету, но когда вы об этом не знаете и, например, сеть данного банка не представлена широко с тем, чтобы обратиться за консультацией, вы просто понимаете, например, что есть устройство самообслуживания этой кредитного учреждения, вы подходите, просто, например, вносите там средства, да, и вы считаете, что заплатив свой платеж в размере, я образно говорю, 4000 рублей, что вы его закрыли. А при этом зачислилось только 3900, потому что 100 рублей кредитное учреждение удержало с комиссией, не предупредив вас об этом, и на чеке, например, эта информация никак не представлена. И вы дальше гасите, уже там, например, без досрочного погашения, и закрываете кредит, и пребываете в уверенности, что вы его закрыли. А эти 100 рублей, которые висят на остатке, никого сильно не волнуют. То есть вам не будет звонить проблемная задолженность за 100 рублей. Ну, по крайней мере, это вот так происходило с теми клиентами, которые дошли до меня. А потом, когда ваша просроченная задолженность, или просроченная задолженность клиента достигла там свыше, например, 100 дней, его кредитная история красится в какой цвет? И эту информацию уже получают все другие кредитные учреждения. И они видят только то, что вы задержали платеж на 124 дня. Они не видят, что это было 100 рублей, они видят цифру 124 дня. Как вы думаете, какой вывод делает учреждение, к которому вы потом обратились за тем, чтобы получить новый кредит? Конечно, они смотрят, зачем нам такой товарищ? И поэтому вот здесь очень важно эти вещи для себя очень четко понимать. Где, как вы платите, какая сумма дошла. Слава богу, сейчас, в принципе, наверное, что хорошо, очень неплохо работают личные кабинеты. Просто не все всегда их устанавливают, поэтому это, наверное, вот тоже момент. То есть, если вы уже взяли, например, кредит, и у этого учреждения есть личный кабинет с тем, чтобы вы могли мониторить остаток вашей кредитной задолженности,
и понимать очень четко, что, когда и сколько вы закрыли, то лучше это сделать. Потому что, ну вот, я из практики говорю, что люди испортили себе кредитную историю вот такой вот неприятной историей, хотя абсолютно благонадежно, абсолютно порядочно, ни на день, по большому счету, не задержали платежа. И есть еще прочие условия, вот, в которые я вношу, опять же, различные неустойки, которые могут быть по разным причинам удержаны. Поэтому вот все, что даже написано мелким шрифтом, всегда необходимо читать. Почему? Потому что вот может быть примерно такая же история, как вот с этим досрочным погашением. Так, но опять же, еще раз обращаю внимание, как правило, большая часть вот этих вещей сосредоточена именно там. Именно там прописаны вот, расходы, и, соответственно, вы их можете помониторить и уже там тревожный ярлычок для себя повесить. Идем дальше. Здесь пример. Я опять же затерла, но это пример жителя Сыктывкара, который тоже обратился к нам с тем, что он не понимает, что это такое. Я привела его, чтобы вот вы визуально увидели, как это выглядит и что дополнительно может быть включено. Вот заявленная кредитным учреждением процентная ставка весьма-весьма привлекательная на тот период, я имею в виду. То есть она была действительно интересной и многие ее заинтересовались. Но когда мы начинаем погружаться в условия, мы понимаем, что эта кредитная, процентная ставка вообще возможна только если кредит платится исправно не менее 12 месяцев. Более того, это будет потом перерасчет. То есть в моменте ваш платеж будет рассчитан из другой процентной ставки. Вам потом эти проценты вернут. Второй. Только если вы заключили договор страхования. К этому мы вернемся. Там мы увидим, сколько это стоит и что это за собой в принципе влечет. И, опять же, только при подключении услуги гарантированная ставка. А это подразумевает собой страховку и составляет она 3,9 от суммы. Если мы начинаем прибавлять хотя бы даже 3,9 к той процентной ставке, то мы поймем, что она на тот момент не такая уже привлекательная, скажем так. Следующий момент. Почему и стоит обратить внимание? Вот видите, когда полная стоимость кредита составляет 29,616 тысячных. Согласитесь, разница большая. Вот он и тревожный звонок, о котором я вам говорю на примере, как он может быть вообще в принципе получен. И дальше мы смотрим. Кредитный лимит 275, но при этом сумма к выдаче 200, из чего мы и понимаем, что оставшиеся 75 это как раз вот этот гарантированная ставка, которая в принципе остается в банке. То есть ваша задолженность в банке 275, а по факту на руки вы получаете 200. Поэтому здесь для себя надо вот на эти вещи в обязательном порядке обращать внимание. Я думаю, что в принципе вы уже в высшей степени так или иначе с этим сталкивались или слышали об этом. Но здесь я просто более подробно попыталась это изложить с тем, чтобы это было просто более легко и понятно усвоению. Идем дальше. Вообще очень важным является какой момент? Понимание того, что кредит и деньги, которые вы тратите, что это вот действительно там польза для вас и есть в этом определенный экономический смысл. То есть вот здесь специально разложила несколько видов покупок, когда стоит вот подумать, надо ли брать именно кредит, потому что кредит это всегда нагрузка. Даже в простонародье, да, как бы все говорят, там, забираем чужие, а отдаем свои. И это не просто так, потому что действительно это затягивает. Очень хочется взять один раз что-то, хочется потом позволить себе что-то другое. Но вот очень важно, и я хочу, чтобы вы там это понимали, транслировали своим близким, потому что здесь немножечко отвлекусь. Вот есть у меня куча примеров, когда молодые семьи, вот соединяется пара, молодой человек, молодая девушка, и вы понимаете, что это не одна зарплата, а это две зарплаты. И это гораздо легче с точки зрения там житья-бытия и опять же платежа по кредиту. То есть когда ты сам отдаешь там 50% от зарплаты, или вы это делаете на двоих, и это уже не 50 процентов от бюджета, а меньше гораздо. Это другая история. И поэтому я сталкиваюсь с такими историями, когда молодые пары приходят и выбирают, например, для себя, не однушку, скажем, приобретениями, не малосемейку для старта, а сразу берут, например, там, двушку. И им кажется, что вот этот платеж, он для них подъемный, разумный, комфортный. Но
к сожалению, статистика по разводам, она не, ну, там, не в пользу, да, положительную играет. Почему и продаются все больше квартиры студии, и они захватывают там по большому счету там рынок сбыта по ипотеке и вообще в целом на рынке недвижимости. И когда человек, вторая половина, одна из, там, остается с этим платежом наедине, это очень тяжело. Поэтому здесь вот вы сами, дети, там, внуки, я не знаю, вы когда вот просто понимаете, что кто-то собирается принять такое решение, очень важно вот отдавать себе отчет всегда. Я-то, если что, смогу это потянуть самостоятельно. То есть вот всегда надо вот на этот вопрос отвечать, потому что потом это уже очень неприятные истории, и взаимодействие между собой уже не столь комфортно, как когда этот кредит оформляется. И это очень много как бы, бюрократических там нюансов. Поэтому вот отвлеклась, и здесь вот, ну, просто это, наверное, основной пока у меня, наверное, вот на встречах с клиентами вот вопрос, потому что все, это тяжело, потом все решается, а вот все проблемы возникают только из-за того, что пара на старте переоценила свои потенциальные возможности. Возвращаемся к нашему слайду. Телефон. Мы так примерно прикинули стоимость, как будет изменяться стоимость через год того, что мы хотели бы приобрести. И если действительно там, ну, вот информация для себя надо подумать, смысл покупать эти вещи в кредит. Телефон. 50 тысяч кредита, примерно 10 тысяч будет переплата, ну, и стоимость через год данного там девайса составит порядка 35 тысяч. То есть ну, очень стоит подумать, стоит ли покупать такую игрушку в кредит. Конечно, если там человек проживает один с достойной заработной платой, там нет детей, и в принципе вот прям в ближайшей перспективе не планирует, конечно, почему нет, если это вот прям там важная жизненная имиджевая составляющая. Но в принципе, наверное, там, очень стоит подумать. Машина 1 миллион, я образно думаю, машины бывают разные, но это в принципе пропорция, она будет сохраняться. В принципе, там порядка там, 120 тысяч переплата в год, но машина, к счастью, не так дешевеет, как вот, например, те же девайсы, поэтому здесь вот, наверное, есть смысл думать о кредите, потому что более того, там, она, когда в кредите, она всегда находится в кассе, ну, там, в режиме страховки кассы, то есть риск утратить, как телефон, практически минимизирован. И квартира, ну, квартира здесь вот прям, ну, очевидно, они реально дорожают. Я не говорю сейчас, опять же, про объекты, например, в Инте и Печоре, где там идет стагнация рынка недвижимости. Я здесь сейчас говорю про адекватный рынок недвижимости, который в настоящий момент, в учетах там перехода на счета эскроу, в принципе, стоимость будет расти, и здесь вот, ну, вот в целом эта картинка действительно отражающая действительность. Поэтому очень надо думать, на что берем, на что не берем. Если берем, то очень четко понимаем, как отдаем. И здесь для себя такой некий такой градусник, чтобы понимать, какой процент от дохода вы тратите на платеж. То есть если там 15% и даже там до 20%, это неплохо, с этим можно справиться, можно жить. Опять же, ну, даже если какие-то форс-мажоры возникают, а они бывают. У нас как-то вот у русского человека действительно есть такая тема, нам почему-то кажется, что с нами ничего не произойдет. И это вот отражающий такой тренд по всей России. Мы почему-то так считаем. Но на самом деле жизнь там весьма суровая, бывает всякое, поэтому когда мы берем кредиты, надо очень четко это осознавать. И вот здесь определенная градация, когда мы подбираемся к 40-50% от своего дохода, стоит серьезно думать, надо ли брать на себя такую долговую нагрузку. Потому что любой форс-мажор, любого характера, начиная там просто от длительного больничного, заканчивая ну, вообще потенциально потерей работы, могут вас привести, там, да любого человека будет привести просто к тому, что нужно будет там, изучать закон о банкротстве и пытаться как-то регулировать эти вещи. Ни к чему. Если мы четко понимаем границы, пределы своих возможностей, очень комфортно можно существовать с кредитом. И более того, я, например, я не знаю сколько, ну много очень лет живу с кредитом и там, с кредитной картой. И честно, мне очень нравится то, что я могу себе позволить то, что мне нужно сейчас. То, что вот, ну, единовременно я бы сама эту сумму не изыскала. И так как я распоряжаюсь этим ну, весьма разумно, от этого моя семья, она только выигрывает. Потому что это возможность, это уже право каждого из нас, пользоваться этой возможностью или не пользоваться.
но пользоваться надо с умом. Поэтому вот сегодняшнее наше вообще обсуждение сводится к тому, вот к тем рискам, которые потенциально могут быть, и мы их подсвечиваем. Дальше идем. Ну и здесь уже слайд такой. Брать, если цель важная, регулярные доходы, платежи в зеленой зоне, ну и не брать, если цель не оправдывает сумму переплаты, на нее тоже всегда надо смотреть. То есть вот вы берете на определенный период, а сколько составит сумма переплаты, есть ли смысл вот в этой покупке, учитывая вот эту цифру. То есть очень четко, ну и когда вот 40% переваливает, всегда надо себя попытаться, да и если вы кого-то видите из близких, остановить, потому что не хочу приводить такие примеры, но вынуждена, да, когда люди начинают заходить в тупик, я имею в виду по выплате, когда возникают временные обстоятельства, куда они идут за финансами, в первую очередь, пока еще не все удручающее, в микрофинансовые организации. А вот как только люди туда попадают, это все. Я видела людей, которые и уголовные деяния после этого совершили, потому что, извините, когда коллекторы потом пристают там, к вашим детям на улице, у людей, ну, они попадают в такое положение, которое ну, никому не пожелаешь, не позовешь. Поэтому не надо до этого доводить. Там, микрофинансовая организация закладывает такие проценты, мы просто как-то считали специально с коллегами, пребывание там в течение, по-моему, даже, как же мы посчитали, там, по-моему, в течение месяца, вот не рассчитаться уже вот вообще не рассчитаться. То есть там такая прогрессирующая ставка, она растет, как только ты перехватил за счетом, люди начинают с чего? Зашли на 3 дня и вышли. 3 дня вроде бы не так драматично. И это опять же начинает затягивать. А потом это перехватился в одной микрофинансовой организации, чтобы закрыть в другой, и это как снежный ком. Оно нарастает просто, во-первых, быстро, и, во-вторых, вообще неуправляемо. Потом это становится просто неуправляемо. И это беда уже потом не только для самого человека, но и для всех близких ему людей. Очень плохо, когда такие кейсы происходят, когда вот, близким не рассказывают, заходят туда, а потом расхлебывать приходится это все, понятное дело, все вместе. И это такие проценты баснословные, что семья могла там, ну я вот там, машину себе купить, а они вынуждены эти деньги отдать, потому что кто-то из членов семьи там зашел в микрофинансовую организацию, никому об этом не сказал, и накопил достаточно серьезные долги. Поэтому не рекомендую сама, и вот близким своим тоже об этом говорите, чтобы ни в коем случае таких вещей не делали. Так, тоже важный вопрос, который вот очень многие там пытаются для себя принять решение. Что лучше? Снять жилье или купить квартиру в ипотеку? Я вам сразу скажу, однозначного ответа нет, очень много чего зависит от обстоятельств. Если вы живете в большом там городе, типа Москвы или Санкт-Петербурга, вообще купить квартиру близко к работе, ну, очень сложно. Практически, да, поэтому люди в принципе выбирают для себя съем или, как вариант, покупают, например, объект недвижимости, ну, где могут его купить, его сдают, а сами на эти деньги там с добавкой снимают, например, какое-то жилье поближе к работе. Тут вот очевидно, потому что если ты тратишь на дорогу до работы 2 часа туда и 2 часа обратно, ну, наверное, как минимум ты что-то в жизни теряешь. Поэтому здесь очень сложно сказать, я просто понимаю, что мы здесь разбираем, да, в чем плюс, да, съема, большая мобильность, не требуются какие-то долгосрочные обязательства, никаких вам первоначальных взносов, ничего собирания, а пришел живи. Ну да, может быть не очень красиво, но зато это уж там в своих руках можно шторки повесить, что-то подшаманить. Но большая зависимость от арендодателя, нельзя там чаще всего завести кошку, собаку, там рост арендной платы в будущем, как правило, всегда происходит. Можно сделать ремонт, но есть риск того, что после этого аренда вырастет. То есть мы пришли, то есть вот это тоже живой кейс, который с ИПК произошел. То есть люди заехали в съемную квартиру, пожили, показалось неуютно, сделали ремонт, владелец понимает, что эту квартиру можно сдать дороже. С ними расторгли договоры, заселили туда других людей, ну, на других условиях. То есть это тоже правда жизни. Но вот она есть, как ни крути, а могут достаться вообще хорошие там арендодатели, которые там в счет вашего ремонта еще и снизят вам, например, там же, ну, где гарантия, что будет это такое, это вот опять же, однозначного ответа нет. Что хорошего в ипотеке? Дисциплина, квартира ваша собственная, это уже никуда не денешь, это ваш объект, и это здорово. И есть сейчас, на самом деле, льготные условия по ипотеке. Я расскажу там, прям покажу кейс, который, ну не кейс, а прям расчет, где можно будет понять, что действительно это можно, ну, сделать весьма для себя комфортно. Но надо платить проценты,
уже первоначальный взнос, это всегда сложно саккумулировать даже вот сумму в размере там, 10-15% для того, чтобы внести ее. Это не так просто, и я это прекрасно понимаю. Но мы для того и рассуждаем вместе с вами, что каждый для себя понимал, что он может сделать, что, наверное, может не очень комфортно. Итак, взяли среднюю площадь квартиры, 47 метров, стоимость среднюю указали, там 3 миллиона, я не говорю сейчас там про первичку, то есть это вторичка, то есть мы по первичке просто ставки могут быть ниже, да. Аренда в месяц, если бы вы, например, альтернативное жилье снимали в неплохом районе, да, это 20 тысяч рублей, коммунальные платежи и доход в месяц там 40 тысяч. И мы попытались посчитать, если это просто аренда. Мы понимаем, что вот за этот период, за 240 месяцев, вы потратите на аренду, да, там, 4 800. Да, приличная сумма, и здесь вот в этом расчете не учтено, что стоимость аренды, как вы понимаете, она растет. Здесь просто вот такая примитивная математика, которая вообще просто что-то характеризует. Тут мы закладываем ипотеку плюс коммунальные платежи. Да, сумма больше, почти на миллион вы придете, но через год при вот этих расходах вы приходите к чему? Что она ваша. И она ваша по рыночной цене. То есть, в принципе, вы ее даже можете продать и остаться с определенной суммой денег. 5 лет же нельзя ее продать. Ну, это вы заплатите. Ну, и знаете, я вам скажу, там потом делаю так, что этот налог включает в стоимость. Наши риэлторы весьма-весьма изобретательные ребята. Ну, даже через 5 лет, если вот так для себя понять, если вы делаете и берете, например, квартиру в том месте, где вам нравится, там, она, вот вы когда ее выбрали, она вам там целиком и полностью вас удовлетворяет, то и зачем ее продавать? Живи. Ой, да, отлично у нас тут все получилось. Технически нам может помочь. Помоги себе сам. Ведь найдешь? Просто я к чему веду? Вообще человек статистически, вот средний, да, там, брать на население, 2 раза в жизни вообще покупает квартиру. То есть кто-то больше, кто-то меньше, но среднее это 2. Поэтому, наверное, мы не так часто это делаем. Большая часть покупает квартиру для того, чтобы жить там самостоятельно. Ну и очень часто тоже целевое назначение ипотеки это вот для детей. С тем, чтобы уже вот этот вопрос для себя закрыть и обеспечить детей там, жильем. Следующего потихонечку перейдем, там ребята уже раскладывают на то, что если вы берете и получаете налоговый вычет. Вообще право каждого человека для того, чтобы просто это получить, надо там раз в год дать декларацию. В принципе, не сильно там сложное дело, но уже опять же мы там сумму уменьшаем, она еще не сопоставима с той, которую вы потратите, если будете просто арендовать, но уже меньше. Плюс есть такие вещи, как материнский капитал, как субсидии определенные. Субсидии вообще есть разные, я сейчас вот там о 3 основных скажу, которые распространяются на все. И вот когда мы уже придем там, к 3-му варианту, взяли и налоговые вычеты, и субсидии, например, и материнский капитал, потому что, как правило, расширение, оно всегда связано с тем, что появляется дополнительный член семьи, которому тоже необходимо пространство. И целевое назначение материнского капитала в виде погашения ипотеки или даже там, если это не программа субсидирования, даже за счет первоначального взноса это можно делать, весьма-весьма комфортно. Там даже вот я смотрела, некоторые объекты были, где люди реализовывали свой объект, просто добавляли мат-капитал и входили вот в просто расширение, которое было необходимо там, в виде дополнительной комнаты для ребенка, ну и переезжали немножко более новый, скажем так, объект недвижимости по своему состоянию. К сожалению, не могу вам это показать сейчас визуально, но на слайде презентации оно так и выглядит. И когда мы берем и гасим вот эти вот последний вариант, выгашиваем все там, субсидии и материнский капитал и берем вычет, но это все то, что нам с вами положено по закону от государства. Мы получаем, что если там вот что-то было типа 4,8, да, то тут 4,08. То есть мы уже понимаем, что за 20 лет мы с меньшими расходами получаем собственность объекта недвижимости, который... А что мы не так сделали? Я тоже понажимала.
Не знаю. У меня вылезла только вот эта окошко, но я думаю, что в следующий раз вас не тёркает. Возможно, правда. Покажи. То есть надо конструкцию, да? Ну, вот нет. Хорошо, все, будем иметь в виду, извините. А это что? Нет, я не знаю, почему-то погас экран. Видимо, я очень долго говорила. Возможно. Спасибо большое. Вот, и то есть на выходе мы будем иметь, с учетом того, если рынок нормальный, никаких там трендов нет, вы получаете квартиру стоимостью примерно там, от 5 до 6 миллионов, в зависимости от того, ну, какая фаза рынка недвижимости и когда вы в нее вошли. То есть здесь приведены субсидии, да, там у нас материнский есть капитал, региональный капитал, налоговые вычеты, которые возвращаются в размере 13% от дохода. А? Да, конечно, государство бы устало всегда выплачивать. Нет, я и так считаю, что ну, неплохая поддержка, в принципе, вот сейчас молодых семей осуществляется, и этим действительно надо пользоваться, надо об этом знать. То есть вот здесь я уже говорю о том, что в настоящий момент, вот очень долго население говорило о том, что вот таких ставок в Европе у нас нет. Почему нет? Есть ипотека с поддержкой для семей, с детьми, пожалуйста, 5%. То есть все семьи, которые родили детей там, второго и последующих детей, начиная с 1 января 2018 года, они имеют право взять ипотеку под 5%. Понятно, что там, люди задают вопросы, да, что а те, что же делать тем, кто ну, уже взял. Да, нет, или уже взял. Вот по ним сейчас есть субсидии при рождении 3 и последующих детей. Там тоже порядка 450 тысяч компенсируется. Программа вступила в работу недавно, и вот первые дни, прямо вот на Куратова 53, где у нас ипотечный основной центр находится, там прямо толпы людей стояли с тем, чтобы вот эту выплату в счет погашения текущего долга произвести. Ну и материнский капитал, его там, никто не отменял, все про него знают. И это действительно хорошая поддержка для того, чтобы частично погасить долг. Поэтому каждый выбирает сам, но возможности на самом деле в настоящий момент для того, чтобы под невысокую процентную ставку зайти и обеспечить там, жильем себя или своих детей, ну, они реально в настоящий момент существуют. И это, наверное, вот действительно тот кредит, который, ну, он действительно ну, имеет смысл, потому что жить где-то надо. Вот. Идем дальше. Немножко хотела поговорить про кредитную карту. Очень разное к ней отношение. Кто-то очень сильно пользуется, кто-то категорично не пользуется. Я скажу про себя, я лично, например, первый декрет пережила только благодаря кредитной карте. У меня там был не очень большой лимит, я, во-первых, ходила, все оплачивала безналично, когда супруг приносил заработную плату, я вносила эти деньги на карту и опять начинала ее, то есть тратить там пропорционально, там, понимая, сколько я могу потратить, там, в какой период месяца. И я постоянно была должна банку 60 тысяч рублей, которые я потом закрыла, ну это вот было в пределах там, заработной платы супруга, ну и плюс выплата, которая производилась мне как маме, которая находится в декрете, то есть вот эта сумма, она позволяла закрывать платеж в рамках льготного периода, то есть я весь период декрета, это год и 3 месяца, постоянно была должна банку денег, но ни копейки денег за это не заплатила. В семье это было очень комфортно. Причем правила пользования кредитной картой, они достаточно примитивны, то есть сейчас у меня эта привычка настолько плотно вошла в мою жизнь, что я когда получаю заработную плату, я ее забрасываю на депозит, и у меня пусть под небольшой процент, но эти деньги лежат, а я точно так же живу в долг на своей кредитной карте и не плачу за это процент. Но здесь важна определенная дисциплина и четкое понимание правил, когда нужно закрыть этот платеж с тем, чтобы ну, ни в коем случае там, проценты не пошли. То есть я понимаю, что сейчас рассказывать, как пользоваться там, льготным периодом, ну, наверное, я думаю, большая часть умеет. Если кто-то не умеет, то я с превеликим удовольствием по окончании там, текущей коммуникации, кому необходимо, это объясню, потому что это очень просто. Ну вот, во-первых, ну тут слайд представлен немножко по-другому, да. То есть почему стоит иметь кредитную? Во-первых, вы никому ничего не должны. То есть вот, ситуации бывают разные, вы получили кредитную карту, не обязательно идти и начинать там по ней тратить. Положили себе, но возникла ситуация, когда деньги понадобились. И вам не надо идти ни к друзьям, ни к знакомым. Вы пошли, и хорошо, если эти деньги вам не понадобились наличными, еще и просто там
покупку провели. Сейчас вот у нас на самом деле Сыктывкар, Ухта самые безналичные города во всей России. То есть там мы действительно практически во всех сферах даем возможность заплатить, и надо признать, у нас население этим пользуется, платить по картам и получать за это определенный бонус. Лежит до того момента, пока она вам не нужна. Просто лежит и лежит. Но зато вы себе знаете, что у вас есть такая возможность. Льготный период, как я уже сказала, спас мой первый декрет, просто вот помог не обращаться там к родителям с тем, чтобы просить как-то денег перехватиться, то есть мы спокойно справились с этим самостоятельно. Понятный процент. Четко в отчете всегда фигурирует, что, чего, сколько вы должны заплатить в какой период и как начисляются проценты. Ну и бонусы. Как я уже сказала, когда мы оплачиваем покупки в торговых точках не за наличные, а по карте, мы имеем возможность получать бенефиты определенные. Причем у разных кредитных организаций они разные. У нас это бонусы «Спасибо» от Сбербанка, которые сейчас можно потратить там, где угодно на сайтах Бюро, Озон и заплатить там, почти там, до 100% покупки. То есть легко и комфортно. Поэтому нужно иметь кредитную карту или не нужно, решает каждый сам. Но дополнительный кошелек, по-моему, в нашей жизни еще никому не помешает. Вот. Тоже тема очень щепетильная. Каждый, опять же, к ней относится по-разному, но я бы здесь хотела, наверное, о каких-то базовых вещах рассказать. Страховка. Очень многие негативно, почему я должен платить еще за это и туда. Весьма-весьма ситуация может быть по-разному сложиться, и здесь как бы, да, тема неприятная для разговора, тем не менее мы должны для себя очень четко понимать, что когда происходят негативные последствия, клиент не имеет возможности рассчитываться с банком. И здесь очень важно для себя понимать, кто в этом случае закроет этот кредит. Потому что много историй про то, как, когда еще я была просто руководителем ВСП, когда люди, у которых вот уже ситуация так складывалась, говорили, почему мы не убедили там, моего там, супруга, это чаще происходило, потому что мужчины на себя, как основные добытчики в семье, ну, чаще всего там берут эти кредиты. Теперь это я должна там гасить. Но при этом сами же мужчины очень часто как раз и не соглашаются на то, чтобы себя защитить. Поэтому здесь, опять же, я думаю, что каждая семья самостоятельно принимает это решение. И здесь кого-то, вот когда ко мне тоже приходит, как вы думаете, брать, не брать? Я говорю, я вообще никогда не советую. Сама, конечно, я всегда свои кредиты страхую, потому что ну, я понимаю, что это такое. Я понимаю, какая это ответственность. И здесь для меня, например, принципиально важно, чтобы если какие-то негативные события произойдут, чтобы там, моя семья вот точно не об этом думала, вот вообще никак. Но здесь я хотела поговорить о другом. Если все-таки решение принято, то где лучше оформлять страховку? Я объясню почему. Опять же, там, я ни за что не пропагандирую, как и вот в первом случае, когда я рассказывала о процентах, то я просто для того, чтобы вы для себя очень четко осознавали, какие вопросы следует задать тому, кто с вами в этот момент находится, когда предлагает нам тот или иной продукт. Почему я говорю, что если вы берете в каком-то банке, и при этом банке есть страховая компания, их аккредитованная, то почему вот этот кейс лучше, когда банк и страховая компания в связке? Потому что когда возникает эта ситуация, банк заинтересован в чем? Чтобы закрыть задолженность. Страховая компания, если она в связке с банком, она тоже будет заинтересована закрыть задолженность. А если это два абсолютно разрозненных учреждения, то со своей стороны страховая компания будет нацелена на то, чтобы обеспечить доходы страховой компании. Если хотя бы там любой мелкий нюанс в оформлении, в каких-то там подписании документов, вообще в чем угодно, да, произойдет, страховая компания будет в первую очередь нацелена на то, чтобы выплату не производить. То есть даже при полученном полисе. И у нас есть такие кейсы, и это действительно так бывает. Поэтому очень внимательно смотрите, когда, например, берете ипотеку и вам говорят, а вот поедете вот туда-то и возьмем вот там-то страховку, она будет дешевле. Во-первых, что необходимо посмотреть? Надо посмотреть риски, которые включает в себя полис.
Вот это очень важно. И сравнить. Вот вам говорят, вот эта дорогая, она хуже, вот эта дорогая, она может вообще не хуже. Если вы посмотрите, например, наполнение и поймете, что здесь, извините меня, вот такое количество заболеваний, которые покрывает данная страховка, а здесь вот такое, то оно и понятно, откуда разница такая в цене. Более того, на что надо обратить внимание, ну, к сожалению, в нашей стране. Чаще всего кредиты, ну, действительно берут мужчины, как более платежеспособные, которые больше проводят времени на работе, и ответственность у них такая, да. Наша страна – это та страна, где, ну, потребляют так или иначе алкоголь. Праздники, не праздники, здесь, ну, там, я не за это, но я за то, чтобы каждый с открытыми глазами смотрел на... И есть страховые компании, которые, например, покрывают риск с учетом того, что вот это состояние может быть. А есть компании, в которых это четко исключено. И то есть там будет даже какое-нибудь состояние, например, остаточное глубоко-глубоко, вот за это зацепится и выплату не произведут. Поэтому, еще раз повторюсь, вообще принимать решение о том, чтобы страховать или не страховать, остается там правом каждого человека, семьи там, и так далее. Но если уж страховать, то надо очень четко понимать, у кого какой интерес в этой истории, и для себя очень четко понимать, какие риски покрывает полис. Чем больше рисков покрыто, тем лучше. Потому что вы вносите деньги за полис, важно знать и быть уверенным, что этот полис отработает. Я, по-моему, выбрала более видимость видеокамеры, да? Вот. Постаралась вот просто и доходчиво объяснить. Здесь есть одна цель, здесь есть своя цель, здесь все-таки эти цели интегрированы. Я ни за какой сейчас конкретный банк или учреждение не говорю, я говорю о том, что если вы где-то берете, смотрите, чтобы вот эта связка, она все-таки в случае негативных последствий скорее даст возможность разрешить все сложности оформления документов, проблематику. Двигаемся дальше. Кредитная история. Что такое кредитная история? Мы сейчас с вами посмотрим ролик. Это тоже очень важно, мы с вами, вы помните, я кейс рассказала, да, Фальберут вот так вот использует кредитную историю, человек, ни о чем не подозревая, вдруг становится почему-то... Что такое кредитная история? Когда вы впервые берете кредит, становитесь заемщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах, суммы, сроки и главные долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты повышались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заемщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваши деньги и нет ли истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте ее улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Просто и доходчиво. Это, по-моему, ролик, если мне не изменяет память, вообще Национального банка в целях, опять же, повышения финансовой грамотности, простыми словами рассказать о вещах, которые могут... Даже рекомендации, видите, опять же, кредитная карта, если вы аккуратно ей пользуетесь на постоянной основе, мало того, что, еще раз повторюсь, можете постоянно быть банком долгу абсолютно без процента, вы еще и формируете свою позитивную кредитную историю, что вы аккуратный заемщик, которому можно доверять финансы. Идем дальше. Что в себе содержит кредитная история? Понятно, титульную часть, и все там о вас сказано, да, описание кредиторов, займов, наличие прочей задолженности, то есть какие кредиты, были ли просрочки, есть ли неисполнение решений суда, если какие-то негативные, скажем, кейсы были. Закрытая часть, она видна только вам. То есть там будет видно, кто выдал вам кредит, кому была переуступлена задолженность, если, например, кредит проблемный, и кто запрашивал вашу кредитную историю. Это тоже важно, если вдруг кто-то запрашивал вашу кредитную историю, стоит задуматься. Ну, то есть это всегда дает там почву для определенных размышлений. Ну, значит, кто-то интересовался. Значит, дальше. Информационная часть. То есть факты, когда вы обращались за кредитом, признаки неисполнения обязательств. Вот. Ну и понятно про то, что я говорила, сколько каких просрочек потенциально там могло быть. Кто вообще интересуется кредитной историей? Ну, понятное дело, что банк, да, то есть банки вообще при любой выдаче кредита в обязательном порядке обращаются в бюро кредитных историй для того, чтобы для себя определить, насколько там, стоит или не стоит это доводить. И страховые компании
компании стали обращаться туда. Опять же, стереотип такой, если у человека хорошо все с кредитной историей, то можно подвинуться, например, ему по тарифу по страховке. То есть, как правило, делается вывод такой, что человек, который делает все исправно, он, скорее всего, будет обязательным и с высокой долей вероятности там, страховой случай не допустит. Сервисы кошеринга, что здесь тоже понятно, то есть кошеринг это сдача машины в аренду, насколько вы, в принципе, там, платежеспособны, готовы вообще там, взаимодействовать с тем, что у вас что-то находится. Вообще, в принципе, наверное, такой, вообще глобальный, насколько вам можно доверять. И сейчас в последнее время уже говорят о том, что туда обращаются работодатели. То есть они для себя четко хотят делать вывод, кого они приглашают себе. То есть если вы, человек, скажем, брал какие-то займы и их не возвращал, наверное, есть смысл. И, например, фактов просрочки много. Будет понятно, пусть даже они закрывались, будет делаться вывод все-таки о дисциплине сотрудника. Поэтому кредитная история это не пустая история, это история, с которой надо понимать, что она формируется, как только вы первый раз обратились за какой-либо финансовой поддержкой в виде кредита или кредитной карты, и она уже говорит сама за вас и определенных характеристик нападает. Поэтому это надо четко осознавать. Почему об этом говорю? У меня есть знакомые, которые, знаете, каким образом не получили? То есть очень давно кредитовались, и вдруг приходит отказ. Обращаются ко мне, я говорю, вообще история, конечно, честно говоря, закрытая, закажи, у нас сейчас очень много информации в банке вообще закрыта, то есть я не могу посмотреть, я могу только видеть результат. Я говорю, закажи кредитную историю, вместе посмотрим. Приходит ко мне человек взрослый, то есть я смотрю, у него чуть ли не каждый месяц, 1-2 дня просрочки. Я говорю, ты зачем так делал? Он говорит, а это имеет значение? А это имеет значение. 1-2 дня раз, это вообще никакого значения не имеет, никто даже не посмотрит. Но когда это происходит каждый месяц, а у человека, знаете, как было это, возвращаясь к первому слайду, зарплата была 20-го, а платеж 17-го, и поэтому к 17-му он был практически уже там, на пустом баке, у него нечем было с ним туда, обращаться к кому-то каждый месяц ему было некомфортно, и поэтому он для себя решил, что 1-2 дня погоды не сделают. А вот эти 1-2 дня за период накопились так, что сейчас он исправно пользуется кредитной картой, которая у него была выдана ранее, и всячески демонстрирует, что он благонадежный заемщик. Коим и является, по большому счету, он никогда не хотел не исполнить свои обязательства перед кредитным учреждением. Просто непонимание этих нюансов привело к тому, что он испортил себе таким глупым способом кредитную историю. Поэтому, опять же, пытаюсь подсветить те моменты, где можно наступить на грабли. Двигаемся дальше. Могу ли я посмотреть свою кредитную историю? Да. То есть, когда нужно проверить кредитную историю, если планируем взять большой кредит, если погасили кредит, есть смысл посмотреть, все ли закрылось, если, например, это не видно в приложении, и если вдруг потеряли паспорт. Мало ли кто-то из мошенников попытается по похожему человеку получить кредит в какой-нибудь, знаете, в маленькой конторе, где не сильно будут сличать его визуал с тем, что отражено в паспорте. Поэтому есть смысл проверить, не попытался ли кто-то за ваш счет получить деньги. Где хранится кредитная история? На самом деле, бюро кредитных историй, оно не одно, их несколько. И переходя к тому, можно ли ее получить бесплатно, можно. Но можно получить даже, по-моему, 2 раза в год. И в первую очередь через портал госуслуги надо узнать, где хранится ваша кредитная история, а потом уже обратиться именно в это бюро кредитных историй и вашу кредитную историю получить абсолютно бесплатно каждый год. Потому что об этой возможности просто многие не знают. Двигаемся дальше. Наша сегодняшняя тема, она называется кредитование и реструктуризация, поэтому я плавно перехожу к тому моменту. К сожалению, такие факты, случаи бывают. Иногда они счастливые, такие как, например, нахождение в отпуске по уходу за ребенком, да. Иногда, сложное, но это жизнь, и мы с вами должны быть готовы к определенным событиям и четко понимать, что и какие возможности у нас есть для того, чтобы эту ситуацию так или иначе отрегулировать. Итак, что делать, если вдруг, да? И вообще,
когда в принципе рассматривается кредитным учреждением возможность реструктуризации. Это призыв нахождения там, в армии, ну объективно вы не заработаете там денег, чтобы платить кредит, да? Нахождение в отпуске по уходу за ребенком, это надо проговорить и посмотреть, чтобы в договоре это было прописано сразу. С тем, чтобы, ну, в принципе, можно и потом обратиться, но лучше, если это прямо в договоре будет прописано, что там в случае наступления вот таких вот благоприятных для семьи событий, все-таки долг будет реструктуризирован таким образом, чтобы в этом периоде долговая нагрузка не так сильно отражалась на бюджете семьи и позволяла жить комфортно. Утрата трудоспособности в связи с болезнью, инвалидностью должника и ухудшение финансового положения в результате потери работы, изменения условий труда, потери дополнительных источников дохода, увеличение расходов в связи там, с смертью, ну, короче, очень много негативных последствий, перечислять их не буду. Важно понимать, что если есть ухудшение финансового положения в виде регулярных поступлений доходов, которые были, есть смысл обратиться за реструктуризацией. Реструктуризация что такое? Это изменение первоначальных условий кредитного договора с целью предотвращения дефолта заемщика. Надо обратить внимание, я сейчас вот не скажу, но у нас в банке по кредитной карте это не предусмотрено, по всем остальным видам займов это подразумевается. Как она выглядит? Ну, сначала скажем, что она позволяет, мы, в принципе, об этом поговорим, но если сейчас слайд. То есть здесь она позволяет избежать начисления неустоек, сохранить положительную кредитную историю. Опять же, вот многие думают, что если они обратились за реструктуризацией, то их кредитная история будет попорчена. Вот это абсолютно не так. Это нормальная сама по себе ситуация. Ведь мы все прекрасно понимаем, что и декрет, и воинская там, обязанность, это все нормальные ситуации в жизни. И поэтому это никак не влияет на кредитную историю. Снизить платеж по кредиту в периоде, избежать общения с коллекторами, что я вам скажу весьма важно, восстановить свою платежеспособность, ну и избежать взыскания в судебном порядке. Какие два основных вида? Это увеличение срока кредита, то есть просто ваш платеж может быть увеличен на больший срок, соответственно, ну, ваш основной долг распределен на более длительный срок, нежели вы первоначально определили в кредитном договоре. И, как вы правильно понимаете, если мы делим на большее количество периодов, то и сама сумма платежа, она у нас уменьшается. Или изменение порядка погашения. То есть может быть изменен график таким образом, что основной долг будет распределен чуть подальше, к тому периоду, когда, например, возвращается человек с воинской службы или там, человек выходит из декрета. А на период самого отпуска устанавливается просто более комфортный для семьи платеж, чтобы вот нормально, полноценно, не торопиться, а уделить время своему ребенку, который еще маленький. В общем, это все рабочие вещи, подразделения в каждом кредитном учреждении по этому поводу работают, и я больше чем уверена, главное просто там не стесняться, задавать вопросы, изучать те условия, которые есть, подбирая себе именно те, которые наиболее оптимальны. И еще хотела, наверное, так в общем сказать, за что человек несет ответственность, когда он, в принципе, берет кредит с определенным умыслом, не понимая степень своей ответственности в последующем, да, это может попадать под статью действительно мошенничества. Поэтому здесь хотелось бы тоже предупредить, что под это попадает. То есть это искажение данных в анкете, когда отражается неполная информация или информация, например, о том, что есть то, чего на самом деле нет, ну, то есть там собственность какие-то объекты, еще что-то. То есть все-таки подразумевается, что вы, любой человек, который заполняет анкету, пишет там правдивые данные. Подделка справки 2 НДФЛ и злостное уклонение от уплаты тоже попадают под эту статью. Но я бы, знаете, как сказала, что все-таки, наверное, уход в диджитал подразумевает, что кредитное учреждение, уже изучая ваши финансовые потоки, то, как вы ими распоряжаетесь, уже для себя делает вывод о том, какая ваша платежеспособность, насколько вы готовы вот в этом периоде на ту или иную сумму. Более того, даже часто человек запрашивает одну сумму, а если он с хорошей платежеспособностью и у него все в порядке, его даже большие суммы одобряют с тем, чтобы он четко понимал, насколько он может рассчитывать. Здесь уже, опять же, возвращаемся к тому градуснику. Главное не залезть туда, где потом будет очень сложно отдавать. На этом, наверное, вот все. Я еще раз повторюсь, пыталась, вот честно, не сухим банковским языком изложить, что такое кредитование, а максимально
там полезно для вас изложить те моменты, которые имеют значение при взаимодействии с кредитным учреждением. В первую очередь нацелено было на то, чтобы вы могли обращать внимание на такие сложные моменты и для себя выбирали комфортное использование кредита, чтобы он был в радость и не в тягость. Вот как-то так все. Если есть какие-то вопросы, готовы на них ответить. Спасибо большое, все очень понятно и очень хорошие доступные слова. Нам дадут презентацию? Да, конечно, я сейчас передам, чтобы отправили в обязательном порядке, все это ведут. Вам большое спасибо. Я видела, по-разному бывает, выступаю, но тут видела как и глаза, и заинтересованность. Было очень приятно с вами поработать сегодня этим вечером. Если какие-то вопросы есть там, индивидуально, пожалуйста, я открыта для разговора, в том числе, если есть какие-то вопросы по Сбербанку, так как я являюсь его представителем и амбассадором, поэтому если есть желание, готова ответить. Так, спасибо вам. Вы имеете в виду кредитную историю? Да. Не знаю, просто неизвестно, кого посольство на билет, если послушать посольство, он идет. Нет, ну он. А почему кредитное учреждение не хочет посмотреть? Кстати, да, Ну, вот в каком банке? он не понимает, закрыл он или нет, но вот мы просто не знаем, он срок заплатил, когда нужно было, или нет, или он срочно. Давайте сделаем следующим образом. Ну, он сам заинтересован в получении этой информации. То есть это сам он, да? Оставьте телефон, а я со своей стороны ему позвонят и его проконсультирую. То есть там прямо посмотрят, выберет, что этот телефон действительно принадлежит ему, и на этот телефон ему позвонят, и информацию дадут. И просто оставьте контакт, я запишу, и вам перезвонят. Просто я тут сейчас так не вижу, идти, наверное, в банк, если вы такие пришли, а вы там посмотрят. Так, ага, Василий, я правильно понимаю, да? То есть, хотите понять, закрыли ли платеж, да? Да, но не просрочен ли он платеж по кредиту, получается. Подождите, сейчас уже, наверное, вы отправили эту необходимую сумму, но просто боитесь, что мобильное положение, если там понимаете, а там же видели, там есть прям рекомендованный платеж, уплате он должен был быть указан. Да, давайте просто вместе. Ага, так, хорошо. Закрыли ли платеж? Смотрите, я записала, вам просто телефон видите, сейчас я просто вряд ли понимаю, кого-то из работает. Если смогу, то дам получение. Если значит попомни, вам обязательно надо. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Хорошо, а почему я спросила? Вот я возвращала 15%, ой, хотели просто прикрывали меня. А почему я слышала, что можно вернуть проценты от уплаченных процентов банка? Я запишу, я Да, можно я скажу? Я тоже, у меня ипотека Сбербанка, и мы каждый год возвращаем проценты с тех процентов, которые мы платим за использование кредита. Это так. То есть это отдельно. То есть помимо того, что я с квартиры беру, я еще возвращаю 15%. С проценты, которые я плачу за пользование кредитом. А вот если я уже, например, плачу 4-й год, я вот сейчас могу собрать документы, чтобы мне вернуть то, что я уже оплатила процент? Да. Вам надо заполнить декларацию, вы сами заполняете или сами? То есть проконсультироваться лучше у сотрудников налоговой, они определяют период, за который вы единоразово можете получить вычет. Только проценты за процентов. И проценты за проценты можете. Да. Так значит через налоговую. Через налоговую все это делается, да. В банке берете такую документацию по запросу, то есть какую сумму процентов вы уплатили. Банк дает справку, и с этой справкой идете заполнять декларацию. Спасибо.
Нет, ну мы делаем все, мне там надо дальше поехать. Так, слушай, знаешь, куда я хотела? Я тебе, если там визит, можешь на этот адрес презентацию? Да, я попросила. Взяла. Так, куда нам с вами ничего не оставили? Тоже забрали все больше, что не было. Да, хорошо.
Время задать вопрос.